Жамбылская область, Шуйский район. Здравствуйте, дорогие ученики! Тема сегодняшнего нашего урока – содержание воинской обязанности граждан Республики Казахстан. Цели урока. Первое – ознакомить учащихся с порядком воинского учета. Второе – рассказать особенности подготовки граждан к воинской службе и порядком поступления на воинскую службу. Третье – дать представление с особенностями военной службы по контракту и пребывания в запасе. Итак, воинский учет. Правила воинского учета военнообязанных и призывников утверждается Министерством обороны Республики Казахстан. Целью воинского учета является определение наличия призывников и военнообязанных в интересах их эффективного использования для обеспечения обороны и безопасности государства. Что же нам необходимо запомнить? Кто же такие призывники? Это граждане Республики Казахстан мужского пола, проходящие подготовку к воинской службе до принятия на воинский учет. Призывники – это граждане Республики Казахстан мужского пола, приписаны к призывным участкам местных органов военного управления и подлежащие призыву на срочную воинскую службу. Что же такое воинский учет? Это система учета и анализа количественных и качественных данных о призывниках, военнослужащих и мобилизационных ресурсах. Также нам необходимо запомнить, что подготовка граждан к воинской службе включает в себя начальную военную подготовку по дополнительным образовательным программам, подготовку по военно-техническим и иным специальностям и военную подготовку по программе офицеров запаса. Подготовка граждан к воинской службе организуется и обеспечивается государственными органами в соответствии с правилами подготовки граждан к воинской службе, утвержденными Министерством обороны Республики Казахстан. Руководители организации обязаны обеспечить возможность прохождения призывниками подготовки к воинской службе. Поступление на воинскую службу. Призыв граждан на воинскую службу – это комплекс мероприятий, проводимых государственными органами, направленных на комплектование личным составом вооруженных сил, других войск и воинских формирований на основе воинской обязанности. Также запомните, призыв граждан на воинскую службу включает: первое – призыв граждан на срочную воинскую службу, второе – призыв на воинскую службу офицеров запаса, третье – призыв на воинские сборы и четвертое – призыв по мобилизации при военном положении и в военное время. Призыв граждан на воинскую службу организуют и обеспечивают местные исполнительные органы. Местные исполнительные органы обеспечивают органы военного управления оборудованными призывными сборными пунктами, их содержание, снабжение медикаментами, инструментарием, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также средствами связи и охраны. Для проведения призыва граждан на воинскую службу образуются призывные комиссии в порядке, установленном законом Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих. Порядок организации и проведения призыва граждан на воинскую службу определяется правительством Республики Казахстан. Руководители организации обязаны отозвать граждан, подлежащих призыву из командировок, организовать оповещение и своевременное прибытие на призывной пункт для проведения медицинского освидетельствования граждан при призыве их на воинскую службу. Пребывание в запасе. Лицами, зачисленными в запас, считаются: первое – уволенные с воинской службы и службы государственной охраны Республики Казахстан с зачислением в запас. Второе – сотрудники специальных государственных органов, уволенные со службы из числа рядового и сержантского состава и службы государственной охраны Республики Казахстан по отрицательным мотивам в связи с невыполнением условий контракта. Третье – не прошедшие воинскую службу в связи с освобождением от призыва на воинскую службу. Четвертое – не прошедшие воинскую службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва по достижении возраста 27 лет. Пятое – женщины, имеющие военно-учетную специальность. Шестое – прошедшие подготовку по программе офицеров запаса
на военных кафедрах высших учебных заведений. И седьмое. Прошедшие обучение по военно-техническим и иным специальностям на возмездной основе в специализированных организациях Министерства обороны. Лица, пребывающие в запасе, проходят медицинское освидетельствование для определения годности к воинской службе в соответствии с правилами военно-врачебной экспертизы. Также нам необходимо запомнить, что лица, освобожденные от призыва на срочную воинскую службу и не прошедшие воинскую службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва по достижению возраста 27 лет, а также граждане, прошедшие обучение по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны на возмездной основе, зачисляются в запас местными органами военного управления, будь то района, города или областного значения, с присвоением воинского звания запаса рядовой либо матрос. Лицам при зачислении в запас военно-учетная специальность определяется местными органами военного управления, района, города, областного значения. Пребывание в запасе заключается в прохождении воинских сборов, выполнении правил призыва на воинскую службу и в соблюдении обязанностей по воинскому учету. При прохождении военнообязанными, зачисленными в запас воинских сборов или воинской службы по контракту, они переводятся в категорию военнообязанных, зачисленных в резерв. Итак, дорогие ученики, домашнее задание, параграф 2, страница 13. Спасибо за внимание.